Урмансай Аналич, есть у вас вопрос? Нет, Ваша честь. Нет. Представитель Джордж Кинеша. Представитель правительства. Нет. Уважаемый судьи, у меня вопрос. Нурбек Атеевич, в конце своего выступления вы провели ряд решений Европейского суда по правам человека. Какое имеет отношение решение Европейского суда по правам человека к рассматриваемому вопросу? Поясню, почему я этот вопрос задаю. В приведенных вами решениях говорится о возможности организации, о возможности создания самоуправляемой организации, о возможности сдачи квалификационного экзамена. И третье дело касалось о возможности вхождения в состав экзаменационной комиссии. У нас предмет как бы относительно лиц, которые получают лицензию без сдачи экзамена. И какое имеет отношение, например, приведенное вами решение ЕСПЧ к рассматриваемому делу? Спасибо за вопрос. Я имею в виду в том, что в решениях суда подчеркивается роль государства, роль национального законодательного органа в определении, в регулировании деятельности адвокатов, там, юристов. Хорошо, только в этой части. Да. И я да. еще хотел бы сослаться на ваше выступление. Вот в конце вашего выступления говорится о том, что к лицам, претендующим на адвокатскую деятельность, должны предъявляться повышенные требования. Повышенные требования. А повышенные требования предполагают проверку знаний. А работа в самих государственных органах, это может расцениваться как подтверждение высокого уровня знаний лиц, работающих в тех госорганах, которые перечислены в части 4 статьи 19 закона? Я считаю, да. Потому что в этих аппаратах, значит, чтобы поступить в эти аппараты, тоже, значит, должно претендент пройти определенный трудовой стаж, юридический стаж и работать в этих должностях и показать себя. Если бы эти сотрудники не смогли бы себе показать, они бы через год их бы уволили. Да? Вот, имея 5-летний стаж, это тоже, я считаю, они в соответствующей мере обладают знаниями. Пожалуйста, Нурбек Атеевич, скажите, пожалуйста, как вы вообще рассматриваете квалификационные экзамены? Это что, очень серьезное препятствие, да? Непреодолимое в какой-то мере или что? Или для вот этих субъектов, которые указаны в оспариваемой омбудсменом статье закона об адвокатах, адвокатуре и адвокатской деятельности, чем-то, каким-то унизительным, я не знаю, унизительной процедурой, вообще как вы относитесь к сути вообще прохождения через квалификационный экзамен? Ну, я думаю, это не является серьезным препятствием, не является. Однако оно займет определенное время. Как я заметил, действительно, представитель омбудсмена. На подготовку время, да. Сам факт сдачи или подготовка? Время на подготовку. А если человек работает по этой профессии, разве ему нужно время для подготовки? Он же должен обладать по смыслу тех аргументов, о которых вы говорите, не только вы, а до вас выступавшие со стороны ответчика. В общем-то, суть в этом заключается, что люди, в общем-то, не нуждаются даже в подготовках. Они и так знают это все, исходя из того, что они 5 лет проработали на этой должности. В чем, сколько времени это занимает? Я думаю, значит, юрист с годичным стажем должен подготовиться, чтобы быть адвокатом, чтобы сдать квалификационный экзамен, должен подготовиться. Мне понятно. А не те лица, которые указаны в этих. Вопросы есть? Эркинбек Току, разрешите мне ответить на этот вопрос. Подождите, выключите. Законодатель, освобождая определенные категории лиц от сдачи экзаменов, создает неравные условия. Одни должны сдать, другие освобождаются. По-вашему, это неравенство или положение одинаковое?
Это не противоречит принципам равенства перед законом. Можете пояснить, почему не противоречит? Потому что я уже указал, законодатель вправе, значит, в зависимости значит, от категории лиц провести различия между ними, в зависимости от юридического стажа, в зависимости от кто этот претендент где работает. То есть это дискреционное право законодателя. А вот теперь следующий вопрос. Курмантай Ильич, есть у вас Нет, вопрос? я продолжу, наверное. Должность омбудсмена это в масштабе республики величина. И омбудсмен обращается, что неравенство имеет место. А мы говорим, отсутствует такое неравенство. Нет, равенство перед законом тут соблюдается. Yes. Нурбек Атиевич, вы сказали, что здесь не нарушается принцип равенства всех перед законом. Но в то же время законодатель предусматривает разноправовой подход или разноправовое регулирование части получения лицензий. Да, мы в нескольких своих решениях писали о том, что принцип равенства допускает возможность различия в правовом регулировании определенных правоотношений, но при этом они должны преследовать социально значимую цель. Вот различие в правовом регулировании части выдачи лицензий, какую социально значимую цель преследует? Я думаю, если бы всех освободили бы как бы, да, от квалификационного экзамена, тогда бы мы бы получили более неквалифицированных адвокатов. Соответственно, мы не смогли бы защитить права человека, в целом людей. Соответственно, тем самым мы бы, вот, как вы сказали, социальную цель мы бы не могли оправдать. А давайте пойдем от обратного. Мы предусмотрели определенные льготы для определенных категорий граждан для получения лицензии. Вот в этой части какая социально значимая? Мы не говорим сейчас, что вообще не должно быть экзамена. Мы говорим, да, экзамены должны быть, но для чего эти изъятия для отдельных категорий лиц? Какую цель преследовал законодатель? Какую социально значимую цель? Потому что вы говорите о том, что эта норма не противоречит Конституции. Если не противоречит, то, соответственно, она должна преследовать определенную социальную цель. Вот мы не можем услышать ни от представителя Министерства юстиции, ни от представителя Джордж Кингиша. Мы так и не смогли четко услышать, какая социально значимая цель преследовалась законодателем при принятии этого закона и когда они предусматривали определенные преференции для отдельных категорий лиц. Может быть, это было в обосновании законопроекта, когда закон принимался, но, к сожалению, я этого обоснования не нашел. Может быть, там было более расширенно. У меня к вам такой вопрос. Как вы оцениваете вообще общий уровень той юридической помощи, которая вообще оказывает адвокатура как институт, да, нашему обществу? Уровень, он вообще отвечает вот тем потребностям, которые есть в обществе относительно уровню оказываемой квалифицированной юридической помощи. Видите, здесь конкретное слово применяется. Квалифицированная юридическая помощь, не просто юридическая помощь. К сожалению, я не сталкивался с таким вопросом. Может быть, мне предстоит изучить, вот, какую помощь они оказывают, вот, квалифицированно ли. Хорошо. Как вы думаете, тогда я по-другому поставлю вопрос. Вот из всех лиц, которые фактически сегодня занимаются адвокатской деятельностью, как вот сказал
заместитель министра юстиции, 2500 лицензий, фактически реально действующих, да? Из них 40% это вот те лица, которые получили лицензии без сдачи квалификационного экзамена. Вот 40% может влиять вообще на общий уровень, скажем, качества той помощи юридической, которая оказывается адвокатурой. Ну, Можно да. говорить вообще как о критерии или, скажем, да, как о причине, скажем, определения того уровня, который можно? Я думаю, для этого нужно изучить, кто они, 40% адвокатов, какую они помощь, и качественно ли они помощь оказывают, нужно исследовать, и потом, видимо, мне нужно будет ответить на этот Ясно. вопрос. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Нет? Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо.